русских казаков. Трали-вали. Читает Валерьян Канев. Бакинщик Егор очень молод, но уже пьяница. Пьяницей была его жена, распущенная, потрепанная бабенка, гораздо старше его, утонувшая осенью в ледостав. Относится Егор ко всему с равнодушием, с насмешкой, ленив необыкновенно, денег у него бывает много и достаются они ему легко. Моста поблизости нет, и Егор перевозит всех, беря за перевоз по рублю, а в раздражении подло. Работа бакинщика, легкая, стариковская, развратила, избаловала его окончательно. Весной же на разливе перевозил он как-то молодую Аленку из Трубецкого. И когда та стала доставать деньги, Егор вдруг торопливо сказал: «Ладно, ладно, это все трали-вали, а ты когда зайди ко мне-то, один живу, скучно, да и постирать там чего, а то завшивеешь без бабы». А когда недели две спустя Аленка, возвращаясь откуда-то к себе в деревню, зашла под вечер к нему в сторожку, у Егора так забилось сердце, что он испугался, и в первый раз в жизни засуетился Егор из-за девки, побежал на улицу, развел щепок костерок между кирпичами, поставил закоптелый чайник, стал расспрашивать Аленку про жизнь, замолкая вдруг на полуслове, смущая ее до слез, и сам, смущаясь, вымылся и надел чистую рубаху в синях. Через реку перевез ее уже ночью и далеко провожал лугами. Теперь Аленка часто приходит к нему и остается в сторожке дня на 3. И когда она с ним, Егор небрежен, насмешлив, а когда ее нет, он скучает, места себе не находит, все валится у него из рук. Часто в сторожке у Егора ночуют проезжие, поднимающиеся и спускающиеся по реке на моторках, на байдарках и даже на плотах. В сторожке начинает пахнуть бензином, дорогой, сапогами, делается тесно. Егор оживляется, подает каждому руку, чувствует прилив веселости, чувствует предстоящую выпивку. Начинает он суетиться, начинает говорить без умолку, а когда разливают водку, он опускает ресницы, глаза его мерцают, дышит он редко и тихо, страдая и боясь, что ему не дали. Потом выходит в сени, надевает там свою морскую фуражку с крабом, распахивает ворот рубахи, чтобы видна была тельняшка, и входит снова. «Разрешите?» — спрашивает он с пьяной нарочитой почтительностью. «Боцман-мать Северного флота прибыл в ваше распоряжение. Дозвольте поздравить с годовщиной праздника коммунизма и социализма. Все силы мира на борьбу с врагом, мать его, за ногу. И в честь этого поднесите». Ему подносят, а Аленка, страдая от стыда за него, чувствуя на глазах горячие слезы, ждет с нетерпением, почти с бешенством, когда же Егор начнет поражать гостей. И Егор поражает. Совсем осоловевший, он садится вдруг на лавку, приваливается к стене, двигает лопатками, шебаршит ногами, устраиваясь поудобнее, откашливается, поднимает лицо и запевает. И при первых же звуках его голоса мгновенно смолкают разговоры. Непонятно с испугом все смотрят на него. Не частушки поет он, и не современные песни, хоть все их знают и постоянно мурлычет. Поет он на старинный русский манер, в растяжку, как бы неохотно, как бы хрипловато, как слышал он в детстве певали старики. Поет песню долгую, старую, бесконечно за душу хватающими «о» и «а». Поет негромко, чуть играя, чуть кокетничая, но столько силы и пронзительности в его тихом голосе,
столько настоящего русского, будто бы древнебылинного, что через минуту забыто все. Глупость и грубость Егора, его пьянство и хвастовство, забыта дорога и усталость, будто сошлись вместе и прошлое, и будущее, и только необычайный голос звенит и вьется, и туманит голову, и хочется без конца слушать, подпершись рукой, согнувшись, и не дышать, и не сдерживать сладких слез. Большой театр тебе надо, большой театр, кричат все сразу, когда Егор кончает. И все возбужденно, блестя глазами, предлагают ему помощь, все хотят написать куда-то на радио, в газету, позвонить кому-то. Всем празднично и радостно. А Егор, уставший, счастливый от похвал, слегка остывший, опять небрежен и насмешливый. И крупное лицо его опять ничего не выражает. А, все это трали-вали, театр там всякие. И на него даже не обижаются. Так велика теперь его слава. Таким непонятным и сильным он кажется теперь гостям. Но это еще не вся слава его, а только четверть. А настоящая слава бывает у него, когда, как он сам говорит, его затянет. Затягивает же его раза два в месяц, когда особенно скучно и не по себе становится ему. Тогда он хандрит с самого утра же и пьет. Пьет, правда, понемногу и время от времени лениво говорит. Ну, давай что ли это, а? Чего? Притворяется непонимающий Алена. Споем что ли? Дуэтом, а? Аленка пренебрежительно усмехается и ничего не говорит. Она знает, что время еще не пришло, что Егора еще не окончательно затянул. Наконец наступает время, случается это обычно к вечеру, и Егор уже не просит дуэта, он встает нечесанный, хмурый, смотрит в одно окошко, другое, выходит, пьет воду, сует в карман бутылку с водкой, берет полушубок, пошли, грубо говорит Егор, и перешагивает через порог. Алена, покашливает, стягивая у горла шерстяной платок, идет рядом. Она знает, что Егор сначала выйдет на обрыв, посмотрит вниз вверх по реке, немного подумает, будто не зная, где привалиться, и потом пойдет к своему любимому месту, перевернутой дырявой плоскодонкой у самой реки в березках. И там он будет петь с ней. Ну, совсем не так петь, как пел гостям. Им он пел немного небрежно, немного играя и далеко не в полный голос. Егор и вправду останавливается на берегу реки, минуту думает, потом молча идет к плоскодонке, садится. Ну, говорит он, только в то давай смотри. Он набирает полную грудь воздуха, напрягается и начинает заунывно дрожащим, чистейшим и высочайшим тенором. Даль по морю, морю синему. Аленка зажмуривается, мучительно сотрясается, выжидая время, и вступает низко, звучно и точно, дух в дух. Плывет лебедь-са лебедушкой, но себя, но своего низкого, матового, страстного голоса она и не слышит уже. Где уж там? Чувствует, как только мягко, благородно давит, сжимает ее плечо рука Егора. Чувствует только его голос. Ах, что за сладость песня! Что за мука! А Егор то обмякая, то напрягаясь, то наоборот металлически звучно все выговаривает дивные слова, такие необыкновенные, такие простонародные, будто 100 лет петые. Плывет лебедь, не всколокнется,
желтым песком не сворохнется. Ах, да что же это? Как знакомо и как больно все это. Будто уж и сдала она-то всю-то свою жизнь заранее, будто уж и жила давным-давно, и дивный голос Егора слушала. Откуль взялся сизой орел, откуль взялся сизой орел? Стонет и плачет Егор, с глубокой мукой отдается пению. Ах, этот сизой орел! Зачем? Зачем кинулся он на лебедя белого? Зачем поникла трава, подернулась все тьмою? Зачем попадали звезды? Скорей бы конец этим слезам, этому голосу! Скорей бы конец этой песне! И они поют, чувствуя одно только, что сейчас разорвется сердце, что сейчас упадут они на траву мертвыми, и не надо уж им живой воды, не воскреснуть им после такого счастья и такой муки. А когда кончают измученные, опустошенные, счастливые, когда Егор молча ложится ей на колени и тяжело дышит, она целует его бледное холодное лицо и шепчет, задыхаясь: Егорушка, милый, люблю тебя, дивный ты мой, золотой ты мой. Ай, трали-вали, хочет сказать Егор, но ничего не говорит. Во рту у него сладко и сухо.